Пешие прогулки в лесу очень благоприятно влияют на наши легкие, поэтому прогуливайтесь чаще, хотя бы полчасика в день в лесных парковых зонах. Ну а сейчас я вам покажу комплекс определенных упражнений, которые улучшают кровообращение в области легких, и они очень полезны для профилактики пневмонии. Выполняем легкие похлопывания в районе грудной клетки около 30 секунд. Поднимаем руки вверх, над головой, и поочередно тянемся вверх. Создается растяжение в области ребер по бокам. 8-12 повторений на каждую руку. Теперь руки опускаем вниз, и по очереди одно плечо поднимается вверх, а другое вниз. Делаем 8-12 повторений. Совершаем повороты вправо-влево, руками как бы помогаем, 8-12 повторений. Теперь выполняем наклоны вправо-влево. Одна рука заводится над головой, другая рука упирается в бок. При наклоне в противоположную сторону руки меняются местами, 8-12 повторений. Руки в сторону, ладонями вверх. Совершаем обороты руками к себе и от себя. 8 повторений. При этом руками стараемся тянуться в стороны для более эффективной проработки. Руки вытянуты в стороны. По очереди пытаемся как бы дотянуться до какого-то предмета. 10 повторений в каждую сторону. Одной рукой тянемся вверх, другой вниз. В результате одна сторона растягивается, другая сокращается. Меняем руки местами и повторяем также, по 6 раз на каждую сторону. Отводим руки на уровне груди, назад за тело. Как можно дальше, 8-12 повторений. Массируем диафрагму, которая очень важна в работе легких. Здесь нужна помощь другого человека. Одну руку заводим не глубоко под ребра, а другой как бы смещаем кожу над ребрами. Стимулируем работу диафрагмы. Выполняем около 1 минуты. И еще один важный момент. Нужно себе усвоить как привычку, чтобы выдох всегда был медленнее, чем вдох. Делали вдох, а выдох стараемся медленно выполнить. Это очень благоприятно сказывается на дыхательной системе.